Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу.опор. Из студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайрлы Кищ. Итак, 15 апреля стартовало всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. В Татарстане в перечень включено 267 общественных пространств, а также более 2000 дворовых территорий. Почему важно отдать свой голос за благоустройство своей малой родины или своей родины? И чем может обернуться низкая активность? Сегодня все это обсуждаем с нашими экспертами. С удовольствием их представляю. Тема программы «Общественное голосование. Что зависит от нас». Наиля Мудабилевна Зинатуллина, директор фонда Институт развития городов Республики Татарстан. Хайрлы Кищ. Добрый вечер. Все гости сегодня впервые. Предупреждаю телезрителей, предупреждаю гостей. С удовольствием представляю Радмир Эльдарович Беляев, глава Менделеевского муниципального района. Рада вас видеть. Добрый вечер. Фарид Шавкатович Салахов, руководитель исполнительного комитета города Набережные Челны. Сенмесес. Добрый вечер, Сенмесес. Игорь Владимирович Куляжев, заместитель руководителя исполкома города Казани по вопросам благоустройства. Добрый вечер. Из Бугульмы гость Артем Владимирович Цокур, главный архитектор Бугульминского муниципального района. Добрый вечер. Рады вас видеть. И Арина Сергеевна Петрова, куратор программы «Наш двор», фонд Института развития городов Республики Татарстан. Рады вас видеть. И Альметьевск еще сегодня у нас на скайпе. Мы приветствуем Тимура Дмитриевича Нагуманова, главу Альметьевского муниципального района. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Да, всех с наступающим, наверное, праздником, который состоится у нас завтра. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Нас прямо сейчас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на ваших пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. В общем, мы тоже голосование устроим. Начнем тоже с голосования. В начале недели мы провели опрос среди нашей аудитории в соцсетях. Мы спросили у интернет-аудитории ТНВ: принимаете ли вы участие в общественных голосованиях и будете ли участвовать на этот раз? Да, я хочу менять мир к лучшему. Так ответили 65% проголосовавших. Нет, от меня ничего не зависит. Так высказались 29%. И 6% респондентов сказали, что проголосовал бы, но не знаю как. Зрителям мы задаем такой же вопрос. Принимать участие в интерактивном голосовании. Ответы, результаты подведем в конце программы. Я бы хотела, чтобы эксперты сейчас оценили итоги интернет-голосования. Наиля Мудабилевна, давайте начнем все-таки ваше непосредственное голосование. Как проголосовали? Нравится, что тревожит? Ничего не тревожит на самом деле. Если смотреть результаты подобных опросов, они ежегодно у нас снижаются, а активность жителей снижается. И, честно говоря, это говорит о том, что республика, города республики делают достаточно для того, чтобы жители были довольны комфортной городской средой. Хорошо. Бугульма снижается? Ну, честно говоря, у нас, мне кажется, только повышается. Так как мы активно сейчас начали и позиционировать те участки, которые наперед мы можем уже благоустраивать, и по-другому немножко выстраиваем даже формат общественных обсуждений. Наверное, я еще об этом затрону. Поэтому мы все больше и больше, мне кажется, с каждым годом вовлекаем. Хорошо. Юго-Восток завершить. Тимур Дмитриевич, а у вас активнее или все-таки наблюдаете уже некую тревожащую пассивность? Светлана, однозначно активно. С каждым годом количество голосующих нарастает. Люди видят реальный эффект, видят реальные проекты, которые мы реализуем. И в итоге мы понимаем сегодня, что очень многие даже собираются дворами, компаниями, обсуждают это в чатах, что будет голосование, давайте там нашу повестку отстаивать, потому что люди действительно видят и понимают, что это работает. Ну и потом сопричастность, да, людей, которые проголосовали. Это вроде бы и твой парк, в судьбе которого ты как-то принимал участие. А в Челнах? В Челнах также идет рост. Вот мы посмотрели итоги 2021 и 2022 года. И в 2022 году количество проголосовавших было на 5000 человек больше. То есть это как раз-таки... В среднем какой процент горожан голосует? В среднем... Это не выборы, можно говорить. Я думаю, ну, где-то 6-7% горожан. 6-7%. Ну, в принципе, мы к Игорю Владимировичу чуть позже. Вот Менделеев сейчас у нас завершит, а у вас? У нас однозначно увеличивается рост, потому что когда мы реализуем проекты, вот прошлых лет реализовали проекты, увидели результат жителей, увидели то, что их голос был услышан, обратная связь очень эффективно работает, и сейчас активно принимают участие. Вот у нас, в частности, по прошлому году 30% населения приняло участие в голосовании. Это реальные цифры, это очень высокий 30%. показатель. 30%. Очень высокий, соглашусь, абсолютно. Да. Арина Сергеевна, вот по нашему двору-то, хорошо, что голосование тоже вшито, да, по нашему двору. Понятно, что программа идет уже несколько лет, и люди, и вроде бы это моя территория, да, это не какой-то парк вдалеке, да, и так далее. Здесь, наверное, активность всегда высокая, я правильно понимаю?
Правильно, жители чувствуют свою сопричастность к этой территории. Действительно, двор является тем местом, которое они посещают каждый день, выходя из дома на работу, возвращаясь домой, поэтому очень чувствуют эту ответственность. Ну и, конечно, хочется, чтобы еще больше жителей голосовали, потому что очень много вопросов поступает к нам. Как проголосовать, как сделать так, чтобы мой двор попал в программу. Вот это вот прямой и правильный механизм того, как это сделать. Все это мы как раз сегодня тоже расскажем. Вот Игорь Владимирович нас напугал. Понедельник, да? Напугал. То есть заявил о том, что всероссийское онлайн-голосование стартовало. Но вот в прошлом году в голосовании приняли участие только 62 тысячи казанцев, заявил Игорь Владимирович. А это составляет примерно 6% населения столицы республики. Если в этом году количество проголосовавших не увеличится, сказал Игорь Владимирович, но я не дословно цитирую, я просто смысл перевожу, Казань рискует быть исключенной из программы развития общественных пространств на 2024 год. Есть такой риск. Ну вот 6%, говорит, Челны голосуют, и, в общем, там не вызывает тревогу. А вы все-таки, либо это был, некий такой шаг, Светлана, чтобы смотрите, подстегнуть интерес. Ваш вопрос первый был, как мы оцениваем итоги вашего социологического опроса, давайте. который вы провели. Да, первое, 65% людей готовы проголосовать, еще 6% не знают, как это сделать, итого 70. 70 с лишним, да? Ну, мы примерно знаем, что активного населения как раз столько есть, примерно. То есть, в принципе, и в выборах участвует примерно такое количество, где-то больше, где-то меньше, да? И я буквально вчера выступал перед студентами, и, знаете, группа была небольшая, 20 человек, из них там 15 человек не знают, как проголосовать. Поэтому я связываю низкий процент голосования прежде всего с тем, что люди все-таки не знают, как голосовать, как отдать свой голос. Поэтому мы пользуемся любыми средствами, чтобы довести это. И социальная реклама, и вот ваша программа в частности. Да? Надеюсь, сегодня объясним. Да. И госуслуги Республики Татарстан нам помогают. В этом приходит оповещение на мобильное устройство о том, что происходит голосование. И с каждым годом я надеюсь, что все-таки активность горожан будет увеличиваться. Тем более, что в этом году мы включили в перечень объектов, за которые голосуют, те объекты, которые выбрали в прошлом году сами жители, то есть свой вариант. И таких объектов достаточно много. Я думаю, что это поднимет интерес к голосованию, чтобы победил именно тот вариант, который они выбрали. Хорошо. Все-таки, помимо соцопроса, то есть вы говорите, что в этом году все-таки вы ждете, сейчас делаете все, чтобы количество увеличилось, да, проголосовавших? То есть максимально пытаетесь достучаться. О том, что, в общем-то, тема достаточно серьезная, говорит тот факт, что накануне прошла стратегическая сессия по вопросам, опережающей в развитии транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Участие в сессии принял Рустам Минниханов. Вот какие акценты были поставлены, для чего это всероссийское онлайн-голосование, что мы в какой процесс мы сегодня с вами включены? Предлагаю послушать премьер-министра страны. Стартовало всероссийское голосование за объекты, которые по выбору граждан будут приведены в порядок в первую очередь. Оно продлится до конца мая. Жители определят, какие скверы, парки, дворы, пешеходные улицы, набережные должны преобразиться, чтобы населенные пункты стали комфортными для жизни. Городская среда должна быть не только красивой, но и очень функциональной, современной. Итак, мы понимаем, что в масштабах страны событие значимое, все мы ждем. Осталось только объяснить жителям, для кого, для чего. Для кого, для чего, сколько и каким образом вот из 2000 дворовых территорий, насколько я могу рассчитывать, что действительно мой двор туда попадет, либо из 260 объектов, что мое большое Чайковое по соседству, что оно будет приведено в порядок. Начну с общественных пространств. Всего у нас ежегодно со старта программы развития общественных пространств 2015 года реализовано более 367 объектов. И с 2018 года мы запустили голосование на нашем портале госуслуг региональном и продолжаем его ежегодно. Вот в этом году мы выбираем парки для 2024 года, в 2018 выбирали для 2019. И большая часть объектов, реализованных в рамках программы, как раз победители голосования. Мы ежегодно работаем в каждом муниципальном образовании, то есть 45 районов в республике, из них 2 города Челны и Казань, и как минимум 45 новых объектов у нас с вами в 2024 году появятся. Их может быть больше.
Посмотрим, как мы будем распределять вместе с региональным строем финансирование, которое имеется на эту программу. То есть, не менее 45, я так Не понимаю. менее 45. Ежегодно 67, 68 объектов, 64 объекта у нас бывает. Вот в этом году 68. Я думаю, что в 2024 будет примерно столько же. А по дворам, я думаю, тут Да. Арина Алина Сергеевна, ответит. по дворам из 2000 дворов сколько могут войти в топ и по какому принципу? То есть по принципу 50 человек, на 50 человек больше побеждает двор на улице Шамиля Усманова, 9 около ТНВ. Да, более 2000 дворов вошли в голосование, из них 200 дворов точно будут реализованы в первую очередь в следующем году, то есть в Каким образом 2024. эти 2145 дворов было выбрано? 2145 дворов были выбраны по результатам инвентаризации. В 2019 году была проведена массовая инвентаризация по всему Татарстану. Из 9 тысяч вошли 7 тысяч дворов. 3 тысячи там с небольшим мы уже реализовали, и вот 2000 оставшиеся, тоже с небольшим 145, они вышли на голосование как раз-таки. Хорошо. Бугульма, что выдвигает? Что хотите на следующий год? Какие объекты у вас? Мы этим годом завершаем такой крупный проект, так скажем, комплексный, который длится уже с 2016 года. Это активация городского центра. То есть это была такая комплексная идея создать рекреационное ядро в городе. И мы создали на сегодняшний день исторический центр города. Воссоздали его, можно сказать, убрали даже целых 3 улицы и все перевели в общественное пространство. Сейчас мы говорим о том, что мы уже создаем второй центр города, так как город исторически также развивался. И мы говорим о молодежном центре города. То есть это такой уже на перспективу заход. Поэтому мы сейчас уже прорабатываем второй центр города. И также все дворы и все остальные программы благоустройства мы прям притягиваем совместно, то есть дворы, объекты благоустройства и на сегодняшний день еще грантовые объекты от Татнефти. То есть мы стараемся комплексно прям То есть вы сейчас на голосовании все-таки от Бугульмы выставлен, я так понимаю, молодежный центр исторический? Как это правильно В этом называется? году мы как раз выставили то, что мы завершаем активацию центра. И далее Как называется это в голосовании? Вот сейчас бугульминцев призываем голосовать. Вот За что? бугульминцы должны понимать, что мы должны завершить наш любимый сквер с фонтанами по улице Джалиля. Все уже знают, все ждут уже, когда откроются эти фонтаны. Но так как осталось как раз-таки доработать часть этой территории и увидеть ее в комплексе, нам нужно завершить вот эту часть, так скажем, активации городского центра. И также мы, помимо города, с этого года уже голосуем за поселок городского типа Карабаш. Честно говоря, с морем. Ежегодно, да, с морем, вы верно подметили, ежегодно мы концентрируемся на городе, но сейчас мы уже переходим как раз-таки к поселкам городского типа, где здорово, на будущее смотрим как на некий туристический кластер. Хорошо, Бугульма поняла. Голосовать, за кого будут голосовать все остальные в остальных городах, после рекламы узнаем. Итак, мы продолжаем обсуждать, как проголосовать так, чтобы твой двор или твой любимый парк и сквер преобразились в следующем году. Вот мы узнали практически из самого дальнего района, из Бугульмы, самая высокая точка, да, по-моему, Татарстана, где-то там находится. На самом деле, да. Там спорим. Бугульма соперничает с Знакаево в этом плане. Сейчас посмотрим, что Менделеевск выдвигает в этом году. За что голосовать менделеевцам, либо остальным жителям Татарстана, которому очень хочется приехать. На самом деле Менделеевск, он славится очень богатой историей. Всем известно то, что у нас Ушков Петр Капитонович основал большой завод и производил керамическую известную плитку на весь мир, ушковскую плитку. И вот у нас есть ушковские имения, которые полностью практически сейчас заморожены. Это площадь порядка 8 гектаров территории, которую мы хотим воссоздать. И вот благодаря совместной работе с архитекторами, сейчас разработана очень интересная и достойная концепция, которая, я полностью уверен, будет поддержана не только менделеевцами, но и не только в Республике Татарстан, а во всей нашей большой стране, потому что Ушков, Стахеев, Менделеев, Сбарский – это все те имена, которые имеют отношение к этому имению. Вот именно сам Менделеев, приезжая в наш город, он останавливался в этом имении у своего друга Ушкова. Это первый проект, он для нас очень важный. Второй проект – это Аллея Славы. Мы хотим полностью реконструировать Аллею Славы, тем более сейчас эта тема более чем актуальная, патриотическая. Мы хотим сделать в центре города реконструкцию нашей Аллеи Славы, где увековечим память всех героев, которые выполняют задачи сегодня на специальной военной операции и Великой Отечественной войны, наши герои-победители, ну и во всех тех моментах, которые присутствуют. Наши
жители очень хорошо знают наши проекты. Я абсолютно согласен вот с коллегами, то, что надо больше, конечно, информировать, как проголосовать, помогать населению сделать правильный выбор. Хорошо, а пожилого населения много? Вот как пожилому населению У нас объяснить с госуслугами? 38% пожилых людей, но мы через Совет ветеранов, у нас есть институт третьего возраста, мы обучаем компьютерной грамотности. И сейчас организовали, что группы приходят, и в рамках обучения компьютерной грамотности они голосуют за и выбирают те пространства, которые есть. Ну, также есть, конечно, свой вариант, да? Свой вариант. И, в принципе, мы это системно делаем совместно с Советом ветеранов. С этим проблем у нас нет. Хорошо, тем более пожилым бояться на госуслугах нечего, да? Да. Можно добавить, что в многофункциональных центрах МФЦ, которые есть в каждом районе республики, в каждом поселении, у нас вместе с Министерством молодежи мы продумали небольшую программу, в рамках которой волонтеры помогают как раз жителям. То есть можно прийти в МФЦ, если у них нет учетной записи, да, и так далее, и так далее. И там волонтеры все сделают. Одна ремарка. Я хочу сказать то, что уже передел дошел до того, что вовлечение населения не только участие в голосовании, но они сейчас напрямую участвуют в проектировании объектов. Проходят стратегические сессии, идет обсуждение, вовлечение. И когда люди видят результат, конечно, все больше и больше вовлекаются в эти процессы. Хорошо, спасибо. Тимур Дмитриевич, заскучали вы? За что голосовать? Всем остальным, кто поддерживает Альметьевск? Альметьевск никогда не скучает. Вы знаете, для альметьевцев, согласно последним нашим всем социологическим исследованиям, очень важной является, ну вот мы ее так для себя в команде называем, мокрая тема. У нас город сухопутный, и у людей очень большой запрос на рекреацию, на отдых у воды. В этом году мы впервые приступили вот к долгожданному проекту. Мы подошли к нашему Альметьевскому водохранилищу. Долгожданный проект. Участвуем в программе малых городов Минстрой России. Раньше мы не могли в нем участвовать. Впервые Минстрой принял решение о том, что 100-200 тысяч населения города теперь участвуют. Мы сразу же в этом проекте выиграли, благодаря поддержке команды Наили. Очень быстро подготовили заявку. И мы начали в этом году реализовывать в первую очередь. Поэтому на следующий год мы альметьевцам предлагаем продолжить эту работу на водохранилище, ту работу, которая начинается в этом году. Дальше мы предлагаем продолжить работу на городском озере. Это тоже продолжение, тоже будет третья очередь, потому что первая реализована, наше всем известное городское озеро с прекрасным пляжем, с белым песком. Вот в этом году мы его продолжаем делать и предлагаем, возможно, делать его дальше. Есть еще несколько территорий, таких, скажем, которые давно требуют внимания. Это продолжение улицы Герцена, пешеходная часть, которую нужно привести тоже в соответствие с тем, что мы уже сделали во всей остальной центральной части города. Немецкий парк, небольшая территория на выезде. И, конечно же, реконструкция одного из первых объектов программы парка Шамсинур. Но вообще надо сказать, что альметьевцы всегда очень активно голосуют. И, мне кажется, исходя из того, что, как правило, происходит в городе, все-таки альметьевцы выберут вновь мокрые объекты, вновь выберут объекты у воды. И мы постепенно будем продолжать делать Альметьевск не сухопутным, а городом, который, пусть не имеет большой воды, но имеет, по крайней мере, доступ к воде, и человек может провести там в разной совершенно форме время. Спасибо. У нас Юго-Восток весь такой сухопутный, да, вот потихоньку сейчас тут море, там водохранилище, я так вообще понимаю, куда туристические потоки внутренние направлять. Челны, что предлагают на этот раз? Напомню, в этом году мы реализуем 2 объекта. Это у нас парк Прибрежный. Для тех, кто не посвящен, это парк внутри города, который в начале вот того вида, который город сейчас существует, реализовывали сами первостроители. То есть своими руками высадили 300 гектар леса, и сейчас уже он вырос и нуждается в благоустройстве. В том году была первая очередь реализации этой идеи. Вот в этом году мы продолжаем вторую очередь. Соответственно, в 2024 год мы включили и третью очередь реализации этого объекта. И второй объект, который мы реализуем в этом году, это набережная Фикрята Табиева. Набережная, которая находится также недалеко от парка Прибрежный. Она располагается вдоль реки Кама. И мы в этом году взялись за первый этап, который, скажем так, пока не касалась рука человека или рука строителя. И это объект достаточно большой, 1,6 гектара
протяженностью около полукилометра. То есть там мы будем реализовывать в этом году все работы, и, соответственно, этот объект тоже будет включен в голосование. Но кроме этого, по просьбе жителей мы включали и объекты, которые находятся в новых наших микрорайонах, потому что город развивается, город растет, и людям и там надо свои, скажем так, приближенные к местам проживания какие-то. Да. Всего 8 объектов у нас в этом году. 8. И ждем, что люди активно включатся в эту работу. Хорошо, спасибо. Игорь Владимирович, ну Казань бьет, наверное, все рекорды, да? Сколько... В Казани, да, есть из чего выбрать. Есть из чего выбрать. Сколько, условно, выставили общественных пространств на голосование? 31 общественное пространство. Все не перечисляйте, времени не хватит. Нет, вот конечно. Как я уже говорил, большое место занимает именно те общественные пространства, которые в прошлом году выбрали сами жители как свой вариант. Например, Солнечный город, Ноксинский лес, площадь перед железнодорожным вокзалом Казань-2, где мы в этом году ставим стелу города трудовой доблести. Ну и другие общественные пространства. Так что людям есть куда приложить свою фантазию и отдать свой голос. А сами вы за что проголосовали, Игорь Владимирович? Ну, я не буду рекламировать, за что я проголосовал. Ну, наверное, это будет неправильно. Это же не предвыборная кампания, Игорь Владимирович. В рамках этой передачи будет неправильно. Ну, уже интересно же. А? Ну, интересно, Игорь Владимирович. Ну, давайте 3. Топ-3 от Куляжева. Топ-3 от Куляжева? Вы знаете, ну, во-первых... Это все на Большую Чайкову намекаю. Чайкова в голосовании присутствует, тем более, что тот проект, который был реализован на первом Чайковом, он уникальный, таких проектов нет в России. Ну вот и рядом видеть все остальное очень сложно. Ну, я не буду его расхваливать, это действительно комбинация сразу и оздоровительного парка, и парка для отдыха, и для врачей, и для тех людей, которые проходят там реабилитацию. Ну, а в целом, вот мы в этом году начинаем очень интересный проект, за который в прошлом году достаточно много людей отдали свой голос. Это зеленая зона по улице Серова, такое знаменитое озеро, за которое одни говорят, надо убрать его, другие говорят, надо оставить. Тем более, что там находится рядом мечеть ИРДМ, которая занимается реабилитацией людей с ограниченными возможностями. Мы хотим сделать в этом месте такой уникальный парк, которым могли бы пользоваться все категории людей, и живущие там, и которые проходят реабилитацию, и слабовидящие, которых там достаточное количество. Потом у нас достаточно интересное место, скажем, одни из центральных ворот города Казани, это вокзал, железнодорожный вокзал, да, номер 2. Многие составы сейчас приходят именно туда, не на центральный вокзал. Центральный вокзал, уже площадь благоустроена, а там хотелось бы, конечно, видеть достойный парк, тем более, что и он окружен большим количеством жилых домов, и там требуется зона отдыха для жителей. Ну вот, пожалуй, второе место, где бы я хотел приложить свои усилия. Ну и третье место – это Ноксинский лес. Это уникальное место, которое уже на слуху у людей и которое пользуется большой популярностью. Сделать его более благоустроенным для отдыха и более доступным для населения. Так, итак, топ-3 от Игоря Куляжева мы услышали, чтобы он хотел в первую очередь, да, благоустроить Казань. Остальные 27 объектов вы увидите на портале госуслуг, в МФЦ, если придете. Во второй части программы, сейчас уже будем прощаться и уходить на перерыв на новости Татарстана, мы все-таки обсудим, как часто жители включаются, с какими предложениями, наиболее активная какая-то аудитория, да. Вот Игорь Владимирович говорит, что Казань вот просто... Все объекты фактически выдвинул. Посмотрим, как это уже в городах, как еще эту работу можно усилить, чем помочь, как работают МФЦ. В общем-то, все это во второй части программы, поэтому не переключайтесь. Увидимся. Итак, мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Сегодня обсуждаем тему общественного голосования за парки, скверы и дворы. Что зависит от нас и как это сделать. И давайте сразу такой вопрос. Как это сделать, что, когда ты хочешь проголосовать за какие-то общественные пространства, свои любимые парки и скверы? Нария Дамиловна, механизм сейчас будет тоже на экране. Пожалуйста, можно смотреть. Итак, как проголосовать? Какие способы для этого есть? Самый простой и быстрый способ – это, конечно, зайти на наш региональный портал госуслуг. Вот услуги Татарстан.ру, пройти в блок «Выбираем общественное пространство». Услуги баннер для граждан, да. Сразу у нас есть баннер, на который мы попадаем. Нажимаем «Сделать выбор».
И уходим на Голосовать. Да, я так голосование. понимаю? Нажимаем на эту кнопочку. И Дальше. там выходит, получается, список, я так понимаю, тех пространств, которые будут... Да, которые первое установят голосование у нас будет за общественные пространства. Каждый житель может отдать только один голос. Даже если я живу в Казани, я могу проголосовать за любое пространство в любом из 45 районов республики. Дальше Отменить голос можно, если случайно нажал, вот понравилось очень в Салават Купера, захотел все-таки... Конечно. Можно отменить голос. Конечно. Так, но хорошо. до того момента, пока мы не нажали на кнопочку «Завершить голосование». Если мы нажали на кнопочку, обратного пути уже нет. Так, хорошо. Как проголосовать за двора, Ирина Сергеевна? Сначала нужно проголосовать за общественное пространство, далее вылезет окно, где можно будет выбрать свое муниципальное образование, двор, и таким же образом проголосовать за свой двор. Таким образом тоже можно и отменить, и выбрать нечто другое, да? То Да, есть но обратный ход есть. только до тех пор, пока вы не нажали кнопку, что «я сделал выбор». Хорошо. Мы понимаем, особенно здесь, Бугульма, Набережные Челны, Менделеевск, пожилых много. Мы сегодня уже говорили, Наиля Мудаминовна, о том, что им сложно с вот этим ресурсом будет работать. Чем можете помочь, и когда все это начинает работать, система? На самом деле мы вот буквально на этой неделе провели обучение для волонтеров, которые работают с Министерством молодежи. Ребята будут помогать всем во всех муниципальных образованиях, в каждом практически центре района, независимо село, это поселок городского типа, неважно. Человек приходит в многофункциональный центр, в МФЦ, его там встречает волонтер с тачпадом, и помогает полностью пройти весь процесс, от момента регистрации до завершения голосования. Поможет пройти и по паркам, и по дворам. Хорошо. В Челнах каким образом пытаетесь достучаться и объяснить, что надо проголосовать, иначе вот у вас не появится прибрежный? Здесь у нас налажена работа через управляющую компанию. Мы информируем в жилых домах, где люди, в основном все лифты, подъезды, доски объявлений. Кроме этого, общественный транспорт, где также население часто проводит время. Ну и места массового пребывания людей, куда приходят, в том числе пожилые граждане. Это, например, отделение почтовой связи, тот же МФЦ, для того, чтобы охватить те возраста, которые, скажем, чуть меньше используют, скажем так, цифровые технологии. Хорошо, Игорь Владимирович, казанцы, как всегда, но или крупные города и менее интересно, все-таки менее активные. Каким образом вы пытаетесь достучаться? Было бы желание. Мы используем все способы, чтобы достучаться до населения. Было бы желание, я думаю, что человек может проголосовать в любом месте. Ну что есть, баня? Ну, в принципе, как информируете, да? Культуры, там, в каких-то коллективах, да, то есть это всегда можно сделать. Волонтеры в общественных пространствах тоже будут у нас стоять в Казани, в Челнах, в Альметьевске, Нижнекамске, в больших городах. Ребята там то есть можно будет пойти погулять в парк, заодно проголосовать за какой-то еще. Что с QR-кодами, Игорь Владимирович? Где-то их можно увидеть? Да, QR-коды будут размещены на листовках и на баннерах. То есть, наведя смартфон на QR-код, сразу переходишь на страницу голосования. Единственное, что надо будет авторизоваться для того, чтобы отдать свой голос. Хорошо. Артем Владимирович, у вас какая идея-то появилась? Пользуясь случаем, всех бугульминцев приглашаю на очередную велоэкскурсию по общественным пространствам. Пройдет она в начале мая. Сам лично ее буду проводить. Это очень всегда так весело проходит. Мне очень нравится именно вовлечение такого велосообщества. Последний раз на велоэкскурсии у нас было порядка 50 человек. Надеюсь, приедет в этот раз еще больше. И более детально мы как раз проедем, не просто проговорим про голосование, а то, почему мы это делаем. И прям ножками ощутим наши все недочеты, в том числе на общественных пространствах. Таким образом вы смотивируете добраться до портала госуслуг. Самые позитивные, так скажем. Хорошо, Радмиль Эльдарович, как вы будете устраивать работу? У нас очень развит институт территориального общественного самоуправления, старших по домах. Они взаимодействуют с большим количеством жителей. У них праздник в это воскресенье, да? Да, и будем доносить через них. Ну вот и второе, сейчас по ходу у меня родилась идея сделать акцию через школьников «Помоги родителям, бабушке, дедушке» зарегистрироваться на портале, значит, и стать, так скажем, активно пользоваться госуслуг. И это же двойного значения, парки, скверы, и плюс коммунальные платежи оплачиваются через ЖКХ, через школьников. Три в одном. Я думаю, это обязательно сработает. Все, хорошо. Смотрите, архитектор все-таки здесь есть, но я думаю, что вы тоже знаете об этих предпочтениях. Как разнятся предпочтения о том, что благоустроить и за что, как правило, голосуют, предпочитают казанцы, крупные города и населенные пункты? Есть какие-то тренды, есть какая-то разница?
Разницы на самом деле большой нет. Знаете, мы работаем по программе развития общественных пространств уже 8 лет. За это время мы прошли практически во всех городах по центральным площадям, по центральным улицам, по главным паркам, по главным набережным. И в тот момент, когда мы полностью закрыли все основные вопросы, центральные транзиты в селах, в поселках городского типа, в малых городах, в больших городах, мы переходим именно на благоустройство улиц. Потому что это те зоны, в которых люди бывают каждый день с работы на работу, в школу, еще куда-то. Но самая активная часть, конечно, жителей всегда голосует за экстрим-пространство. Так. А их у нас уже 23 реализовано, 12 будет в этом году по всей республике. Еще останется небольшой кусочек, который, я думаю, мы в 2025 году доделаем. Голосуют за центральные улицы и голосуют за набережную. Люди всегда обожают объекты около воды. А самые нелюбимые? Нет таких. Нет таких. Бугульма за что голосует? Что предпочитает? Хорошо. Опять-таки, так как уже видят эффект, поэтому все понимают, что мы дорабатываем, и все видят центр, который стал доступен теперь каждому. То есть, если раньше это были дороги, которые перерезали общественное пространство, то теперь все это слилось воедино. То есть мимо Хокимбая там не ездят, мимо дома? Да, прямо мы возле него теперь будем проезжать, в том числе на велосипеде, возле дома Хокимбая. Сокольская гора, центр, водоем, мы все это увязали. Это единое рекреационное пространство, и эффект он колоссальный на самом деле. То есть, если мы сейчас даже зайдем просто в Google и посмотрим там 2012 год, все, мы увидим прям такие проезжие части, парковки и так далее. То есть, здесь мы смело берем и заходим туда, где, так скажем, не было готового там, рекреационного пятна на сегодняшний день. То есть, мы прям меняем, трансформируем пространство. Поэтому, когда даже говорим мы про улицы, конечно же, вы правильно сказали, что главные улицы, они все в приоритете, то сейчас каждая улица, в том числе в Бугульме, опять-таки с привязкой идет к истории. Поэтому вот то, что мы выбираем, допустим, на последующие года уже улицу Ленина со вторым центром города, люди тоже понимают, что мы не просто улицу будем делать, но мы будем привязываться ко всем микроскверам, ко всем дворовым территориям, в том числе фасады на квартирных домов будем привязывать к этой улице, чтобы заходить именно комплексно. Вот вроде бы улица, но в то же время мы говорим и не про улицу. Очень здорово, на самом деле, когда нам удается синхронизировать программу общественных пространств, программу «Наш двор», потом еще капитальный ремонт многоквартирных домов, а еще если проезжая часть по этой улице будет реализована, вообще, мне кажется, бомба для людей. Я правильно понимаю, Игорь Владимирович, что все-таки в Казани больше предпочитают именно за зеленые зоны, за экологические проекты, а улицы волнуют меньше? Вы знаете, в Казани... такое вот, должно же быть отличие мегаполиса. Нельзя выделить какие-то определенные моменты, за что люди вот конкретно голосуют. Водное пространство есть, и береговые зоны, есть зеленые зоны, есть просто заброшенные участки земли, есть просто пустыри. Поэтому сказать, что вот предпочитают казанцы именно такую территорию, наверное, казанцы предпочитают ту территорию, которая находится у них в пешей доступности. Вот. Поэтому голосование у нас проходит разнообразно, интересно, и много достаточно объектов. Даже, я уверен, после голосования этого года у нас в списке появятся объекты, собственный вариант, который мы будем включать в список уже следующего года. Ах ты, как интересно. Замечательно. Радмир Эльдарович, а где архитекторов находите, где специалистов находите? То есть мы же понимаем, что проголосовать одно, это же потом воплотить надо. У нас главный архитектор Илья Игин, мы его привлекли из города Нижнекамск, очень активный парень, работает, но в целом мы взаимодействуем с архитекторами из Казани, из Москвы, из Санкт-Петербурга, привлекаем лучших специалистов, ну и, безусловно, нам очень помогает Институт развития городов. Вот, во всей этой работе. Вообще, да, Оксана молодец, спасибо большое, пользуясь случаем, да. Я хочу сказать, что в республике за эти годы сложилась очень слаженная команда и архитекторов, и местной власти, и региональной власти. Наверное, поэтому мы получаем такие высокие результаты благодаря совместному труду и взаимодействию. А почему Москва и Питер? Потому что там выше... Ну, во-первых, там есть опыт уже наработанный очень неплохой, и Москва большая, Питер большой, мы очень часто выезжаем, смотрим, как у них, учимся, но все равно Москва — это столица, они продвинулись очень далеко во многих вопросах. Безусловно, мы у них учимся.
А финансирование позволяет? У нас финансирование идет из разных источников. Вот поддержу коллег. У нас есть еще и помимо бюджетных программ, федеральных, у нас есть корпоративная программа. Вот, в частности, компания «Амоний» за 2 года инвестирует в социальные объекты. У нас 2 программы. Первая – это комфортная городская среда, вторая – образовательный кластер. Вот за 2 года со стороны компании «Амоний» вложено 700 миллионов рублей. То есть, поэтому это тоже беспрецедентные суммы. Это связано и с строительством велоинфраструктуры, велодорожек, это и парки, и скверы. И плюс мы еще на деньги компании «Амоний» привлекаем средства из различных грантовых средств, из республиканского бюджета. Это, безусловно, очень серьезно меняет облик города. Мы тоже, вот как коллеги из Бугульмы, идем в комплексы. Это и муралы, это и велоинфраструктура, это и пешеходные тротуары. Поэтому в совокупности, при комплексном подходе, облик городов и нашего, в частности, города очень серьезно меняется. Хорошо, Фарид Шавкатович, а вы где находитесь, Фарид Шавкатович? Где находитесь архитекторы, где специалисты? Ну, архитекторы действительно у нас Вы есть. у кого переманиваете? Это Нижнекамск. Вы? Нет, работы хватает всем, и здесь и наши свои архитекторы достаточно хорошие делают результаты проектирования. Здесь есть и казанские коллеги, и московские коллеги. Все в связке вместе работают, и результат действительно получается хороший. За последние годы прям Самый любимый растем. какой из последних лет благоустроенный объект? Ну, лично. Мы же от Игоря Владимировича услышали. Лично мой, я думаю, все-таки площадь Азатлы. Площадь Еска. Почему Еска, Илья Потому Владимирович? что это самый замечательный ответ от руководителя исполнительного комитета, чьи окна выходят прямо на площадь. Отлично. Если Фарид Шавкатовичу нравится каждое утро смотреть на это пространство, значит, оно сделано правильно. Фотографии выкладываете? С добрым утром, нет. Нет еще. Мы с утра просто проходим по пути на работу туда. Хорошо, спасибо. Артем Владимирович, а вы рождены в Бугульме? Да, это как раз-таки моя малая родина. Я вернулся туда. Откуда побывал вернулись? Здесь побывал и работал в Москве до этого. Учился в Казани. И до сих пор я продолжаю учебу. Я вечный студент, так скажем. Но уже аспирантура, уже сейчас кандидатская. Вот. Но я считаю, что если вы говорите про архитекторов, то мы, я себя тоже приписываю команде Татарстана и являемся, наверное, примером уже для России, я так считаю. Поэтому нас и просят во многом даже помогать другим регионам, я бы так сказал. И я тоже много в каких городах подключаюсь как эксперт для проработки тех или иных решений в плане благоустройства, разный вопрос, честно говоря. Поэтому мне кажется, здесь такая команда в Татарстане собрана прям уникальная. Вот. Институт развития, я думаю, это поддержит, потому что ни одно решение, на самом деле, не проходит без согласования, без проработки с Институтом развития. Даже когда мы говорим про грант от Татнефть, особо не озвучили здесь, да, но мы этим сейчас очень сильно пользуемся. Порядка сейчас на моих только плечах 5 грантов, которые нужно реализовать, 5 проектов уже в этом сезоне. То есть все проекты благоустройства, все как раз мы привязываем, опять-таки, в комплексе. И, это, конечно же, нагрузка, где мы сами садимся, все это проектируем, все это делаем, то есть, в принципе, своими силами. Хорошо, спасибо. Мы приветствуем рекламу, потом продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем обсуждать общественные пространства, в том числе и голосование. Игорь Владимирович, что с архитекторами? А в Казани есть проблема кадровая? Вот в Бугульму возвращаются, в Казань. Вы знаете, за тот период времени, который мы прошли по проекту реализации благоустройства общественных пространств, у нас вырос целый пласт молодых архитекторов. Первоначально, если вспомнить, то один из первых проектов, который мы реализовывали, это благоустройство набережного озера Кабан. Тогда концепцию делала китайская фирма, вернее, российско-китайский консорциум Туриnscape. Он был удачно реализован, очень успешный проект. Затем мы приглашали архитекторов из Москвы, которые тоже делали концепции, проекты некоторых парков. Но на сегодняшний день на этих проектах выросла молодежь, которая прекрасно владеет этим вопросом, которая прекрасно справляется. И у них еще есть большой плюс, то, что они выросли здесь, они выросли в нашей республике и учитывают в своих проектах еще нашу ментальность. И очень удачно занимаются. Есть очень красиво реализованные проекты наших молодых, уже не молодых, уже опытных архитекторов. И они сами сейчас выращивают, новых людей, которые занимаются. У нас есть Институт развития города, это наследник Казграждан проекта.
в котором работают архитекторы, прошедшие школу прежнюю и обучающие новых молодых людей правильно, гармонично проектировать общественное пространство, чтобы учитывались интересы всех людей, всех граждан. Хорошо. Арина Сергеевна, а как я понимаю, с архитекторами по дворам тоже проблем нет, да? Учитывая, сколько вам их нужно? В 2020 году, когда программу запускали, на самом деле архитекторов, которые проектируют дворы, архитекторы-градостроители, таким направлением никогда не занимались. Мы провели 2 воркшопа. На первом выработали принципы того, как работать с дворами. Были привлечены тоже эксперты со всей России. А на втором воркшопе обучили наших местных ребят всем тем принципам, которые сформулировали. И после этого программу запустили. И очень успешно реализуем вместе с нашими архитекторами местными. Зачастую там вот Бугульму бугульминцы проектируют, а в Казани свои архитекторы, казанские. В Азнакаевском районе азнакаевские проектировщики. В Челнах челнинские проектировщики, очень классные ребята. Также взяли под свое крыло Тукаевский район. Ну, то есть берут кусты поблизости районные и проектируют. Очень даже удачно. Смотрите, мы сейчас тоже говорим об обратной связи. У нашего двора, программы «Наш двор», да, принципиальная была вот позиция, что строится с учетом и с контролем жителей, с учетом мнения населения. На что жалуются, как следят, насколько контролируют, насколько, в принципе, вовлечены в процесс, Арина Сергеевна? Близимся к концу, достаточно коротко, пожалуйста, емко. Да, жалуются, следят очень пристально. Очень много запросов, конечно же, на парковочные места у нас во дворах. Но сейчас вот уже на 3-4 год программы мы начинаем замечать все больше обращений, что не нужны нам парковки, сделайте нам пешеходные зоны, площадки и так далее. Всех поддерживаем, очень ждем обращений, мы только за, для того, чтобы у нас получился общий результат совместно с жителями. С каждым годом рост обращений идет? Или снижение? Уменьшаются, потому что то есть информирование растет, большее количество жителей узнает о программе, и какие-то банальные, обычные вопросы уже закрываются средством массовой информации, поэтому количество обращений снижается. Рамиль Эльдарович, как у вас с обратной связью с населением? Все сами или все-таки вам помогают? Нет, безусловно, мы и на этапах проектирования проводим различные собрания, обсуждаем, проектируем, можно сказать, вместе с жителями. Но то, что беспокоит жителей, это, конечно же, МАФы, малоархитектурные формы, это скамейки, урны, детские площадки. Есть запрос на разные возраста, то есть детские площадки, они есть и для подростков, и для малышей. Но и, безусловно, очень внимательно следят за качеством исполнения, особенно асфальтного покрытия и других моментов. Поэтому я хочу сказать, что вот правильно Арина сказала, то, что уже спустя определенные годы сейчас уже идет запрос действительно на уменьшение количества парковок и на увеличение количества озеленения наших дворов, увеличение количества установки дополнительных спортивных сооружений, но и установки качества хороших МАФ. Хорошо, а как в Челнах? На что чаще всего жалуются? И чему больше всего радуются? Вообще обратная связь, как это прекрасно получаете? Ну, я бы не применял слово «жалуются», конечно. Так. Люди обращаются все-таки со своими вопросами. У нас город сформирован, и вот если в 2 словах, он делится на новую часть и на старую часть. И вот в зависимости от того, где человек проживает, очень сильно отличаются вопросы. В новой части более молодое население, они, конечно, просят парковочные места, они просят что-то связанное именно с транспортом. А в старой части, например, у нас есть дворы, где вообще нет тротуаров. То есть есть перед домом 3-метровая проезжая часть, где люди и ходят, и ездят. То там, конечно же, больше акцент идет на пешеходную связь. Но в этом году вот мы сами чуть пошли дальше. У нас 3 проектировщика, как сказала Арина. И мы еще делаем такой вроде как дендроплан. Они еще и вместе с жителями производят посадку деревьев. То есть мы не банально приходим и сажаем все подряд, а то есть уже исходя из архитектуры, из того, какие существующие деревья, они уже определяют, быть там березом, елем, осином, рябином. Хорошо, спасибо. В завершении программы итоги телезрительского голосования. Совершенно иное, в отличие от интернет-аудитории. Будете ли принимать участие в общественных голосованиях? Да, 36%, но столько же 36% говорят, что проголосовал бы, но не знаю как. То есть, да, это нужно учесть, в принципе, наверное, учитывая, что голосование завершится только 31 мая, достучаться до каждого, объяснить, потому что я думаю, что желающих много, но, естественно, может быть, не знает как. Ну и на втором месте нет, от меня ничего не зависит, 27%. Ну, тоже такой
Тоже есть люди, с кем можно поработать, да, в принципе. Сейчас в завершении очень емко все-таки эксперта прошу подвести итог нашего обсуждения. Что главное сегодня в создании нашей комфортной городской среды? Ну, самое главное – это обратная связь от населения, мнение людей, потому что самое главное, что мы делаем, это для наших жителей. Второй момент – это комплексность подходов, то есть мы сегодня на эту тему подробно говорили. Ну и третье – это хорошее высокое качество, чтобы мы не настолько богаты, чтобы в 2 раза переделывать. И использовать хорошие материалы, качественно подбирать хороших подрядчиков и выполнять работу на 5. Хорошо. Игорь Владимирович, тренды Казани по созданию? Тренды Казани, наверное, очень простые, чтобы каждый нашел себе место в новых общественных пространствах. И в новых жилых комплексах, и пригороде тоже. И в новых дворах тоже, да. И в Куюках тоже. Арина Сергеевна, да. Куюки – это не Казань. Куюки – это отдельная тема, Игорь Владимирович. Я надеюсь, что да, мы тоже как-нибудь обсудим. Арина Сергеевна, что главное, какие тренды, чтобы для себя выделили? Ну, я скажу про дворы. Мне очень приятно, когда приходит обратная связь от жителей о том, что каждая категория населения нашла свое место во дворе. Автомобилист нашел парковочное место, мама нашла площадку и поиграла со своим ребенком, а бабушки посидели и поболтали на лавочке вечером. Все, спасибо. Мне кажется, это залог успеха. Арсений Владимирович. Ну, всегда приоритет ставить человека. Когда мы говорим про транспорт, когда говорим про мобильный транспорт, все равно в первую очередь люди. И потом думать об экологических видах транспорта. И, как говорил Ян Гейл, так скажем, нам нужно воспринимать город не только на скорости 60 км в час, но и на скорости 5 км в час, на скорости 10, 20 тоже. Надо об этом задуматься и понимать, для кого мы все это проектируем. Спасибо, Фарид Шавкатович. Самое главное, конечно же, люди и то, что мы делаем именно для них. И еще очень важно, чтобы вот то, что мы делаем сейчас, было очень актуально и через 10 лет, и через 15, поэтому смотря немного вперед. Радует, что люди все больше доверяют этим процессам голосования, процессам участия. Вот у нас, например, очень сильно ждут вообще начала всех процессов, связанных с нашим двором. Сами звонят, спрашивают, когда вы придете. И вот это доверие, конечно, показатель того, что есть эффект. Спасибо, Наиля Мадамиловна. Итог. Я немного в другую сторону, наверное, сейчас уйду и скажу так. Огромное количество людей занято в реализации программ. Наверное, не ошибусь, если скажу несколько сотен, может быть, тысяч. Во дворах, в парках, в общественных пространствах, в дорогах. Важно, чтобы каждый, кто имеет какое-либо к этому отношение, был горд результатом. И сам, как пользователь, ощущал себя комфортно, спокойно, безопасно и счастливо в тех пространствах, к которым имеет отношение. Спасибо большое. Я надеюсь, что активно пройдет голосование, что до 31 мая мы определим, все активно проголосуют, определим максимальное количество общественных пространств, замечательных наших дворов. И как-нибудь мы проедемся через несколько лет, через Менделеевск, Казань, понятно, Игорь Владимирович, да, через Менделеевск, Бугульму, Набережные Челны, Альметьевск. Тимур Дмитриевич у нас во второй части программы «Чмок» присутствует. И посмотрим на то, что реализовалось благодаря усилиями и ваших усилий, и усилий жителей, которым сегодня все-таки не безразлична своя родина и свой город. Я благодарю экспертов, с вами было интересно. Пусть все реализуется, самые амбициозные планы. Благодарю телезрителей за ваше активное голосование. Всего доброго, до свидания.